Добрый день, уважаемые коллеги! Здравствуйте! Мы рады приветствовать вас в нашем детском саду. Сегодня мы с вами поговорим о инженерно-техническом творчестве в дошкольном образовании. Вебинар для вас проведут Рубаняк Татьяна Юрьевна, старший воспитатель детского сада номер 8, и я, Агалакова Наталья Тимофеевна, воспитатель детского сада номер 8 города Усинском. Уважаемые коллеги, в рамках нашего вебинара мы бы хотели поделиться своим опытом работы по таким направлениям, как формирование инженерного мышления у детей дошкольного возраста, лего-конструирование в образовательном пространстве дошкольной образовательной организации и особенности обучения робототехники дошкольников в дошкольной образовательной организации. И по вопросу формирования инженерного мышления у детей дошкольного возраста слово предоставляется старшему воспитателю нашего детского сада Рубаняк Татьяне Юрьевне. Вступая на порог 21 века, мы все почувствовали дыхание нового времени с его стремительным развитием новейших технологий, глобальной компьютеризации, информатизации и роботостроения. И наши дети рождены в это время. Президент России Владимир Владимирович Путин одной из задач ставит популяризацию профессии инженера. Но одной из сегодняшних проблем России является недостаточная обеспеченность инженерными кадрами и низкий статус инженерного образования. Цель нашей работы – это создание благоприятных условий для развития у детей дошкольного возраста первоначальных навыков и умений по лего-конструированию и образовательной робототехнике. На основе нашего опыта работы мы с уверенностью можем сказать, что техническому творчеству можно научить каждого человека. Но заниматься этим необходимо с самого раннего возраста, чтобы ребенок привыкал грамотно мыслить, рационально работать с информацией, применять на практике знания. Крайне важно пробудить интерес к технике. Поэтому дети не изучают сложные физические явления, а создают на практике понятные для них модели. Техническое творчество – это процесс, в ходе которого происходит развитие фантазии, воображения, умение наблюдать, анализировать предметы окружающего мира. Формируется самостоятельность мышления, творчество, художественный вкус, что очень важно для подготовки ребенка к жизни и обучению в школе. Большое значение на формирование инженерного мышления имеет правильно организованная предметно-пространственно развивающая среда. Первоначально нашей задачей стало повышение развивающего эффекта самостоятельной деятельности детей в предметно-пространственной среде, которая обеспечивает воспитание каждого ребенка, позволяет ему проявить собственную активность и наиболее полно реализовать себя. Во всех групповых помещениях нашего детского сада организованы центры конструирования, в которых имеются различные виды конструкторов. Содержимое центра соответствует возрастным особенностям детей и позволяет организовывать конструктивную деятельность с большой подгруппой воспитанников, с малой подгруппой и индивидуально, и развернуть строительство либо на ковре, либо за столом. Для проведения занятий по лего-конструированию и образовательной робототехнике у нас организована работа лего-студии. Студия оснащена современным мультимедийным оборудованием, конструкторами различной модификации, от простых кубиков до конструкторов с программным обеспечением, и дети имеют возможность самостоятельного выбора. А сейчас, уважаемые коллеги, предлагаем к просмотру небольшой видеоролик организации предметно-пространственно развивающей среды по лего-конструированию и образовательной робототехнике в нашем детском саду. la 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 la
La la la la la la la la la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La la la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Конструирование больше, чем другие виды деятельности, подготавливает почву для развития технических способностей детей, что очень важно для всестороннего развития личности. Начав работу по данному направлению с детьми подготовительной группы, мы пришли к выводу, что детям не хватает опыта работы для занятий этим видом деятельности. Поэтому мы решили, что для достижения поставленной цели нужно организовать и систематизировать работу, начиная с младшего дошкольного возраста. А сейчас слово предоставляется Агалаковой Наталье Тимофеевне, воспитателю детского сада номер 8 города Усинска. Программа рассчитана на 4 года обучения, начиная со второй младшей группы дошкольного возраста. Первые 3 года включают в себя работу по направлению лего-конструирования, 4-й год обучения по направлению образовательная робототехника. Планирование составлено с учетом возрастных, психических и индивидуальных особенностей каждой возрастной группы, а также с учетом задач основной общеобразовательной программы дошкольного образования. По направлению лего-конструирования в своей работе мы используем такие конструкторы, как классическая лего, полидрон, магнитный конструктор, лего-дупло, лего-такта, KidKinex Education. Уважаемые коллеги, мне хотелось бы познакомить вас с конструктором KidKinex Education. В комплект набора входят схемы и детали. Детали очень яркие. Имеют ярко выраженный цвет. Зеленый, красный, желтый, синий, оранжевые дополнительные детали.
Некоторые детали гибкие. Для того, чтобы соединить, имеют соединительные звенья, которые очень легко между собой соединяются. Также в наборе есть схемы, по которым ребенок легко построит модели, которые начинаем строить в самом начале знакомства с этим конструктором. Далее ребенок по воображению может создать любую модель. Дети могут работать как в группе, так и индивидуально. До 10 человек одновременно они могут построить модели. Хочется отметить еще одну особенность этого конструктора – наличие глаз, с помощью которых ребенок легко оживит свои постройки, что поможет ему развить фантазию и коммуникативные способности ребенка. На этапе работы во второй, младшей и средней группе вовлечение детей в системную конструкторскую деятельность можно посчитать одним из основных условий для формирования способностей осознавать и изучать свойства предметов: размер, форму, цвет, пространственные и размерные отношения. В старшей группе перед детьми открываются широкие возможности для конструкторской деятельности. Этому способствует прочное освоение разнообразных технических способов конструирования. Дети строят не только на основе показа способа крепления деталей, но и на основе самостоятельного анализа готового образца, умеют удерживать замысел будущей постройки. У детей появляется самостоятельность при решении творческих задач, развивается гибкость мышления. В течение года возрастает свобода в выборе материалов, сюжета, оригинального использования деталей, развивается речь. В своей работе используем характерные для каждого возраста различные формы организации обучения. Для второй младшей группы это конструирование по образцу и по замыслу. В средней группе появляется конструирование по элементарным схемам и чертежам. В старшем дошкольном возрасте добавляется конструирование по условиям, по теме. Уважаемые коллеги, предлагаем вам посмотреть видеофрагмент совместной деятельности с детьми по направлению лего-конструирования. К нам сегодня, ребята, пришли на занятия кто? И? Лисичка. Лисичка. Лисичка хитрая выгнала зайчика из избушки. Вы знаете такую сказку? Да, я знаю. Знаешь, да? Почему она его выгнала, Никита? Потому что она хотела ему дом фаску. Да, что случилось с домиком лисички? Он устал. Растаял, да, Артемий? Растаял домик. Значит, домик нам нужно что сделать для лисички? Построил. Построить. И только не ледяной, да, как был в сказке, Да. а другой. А из чего мы можем построить с вами? Конструктор. Из конструктора, конечно же, мы же настоящие строители. Я предлагаю вам строить по схемочке. Держи, Никита, держи. Итак, каждый будет строить для своего или зайчика, или лисичка. Кто-то будет жить в вашем домике. Итак, смотрим на схемочку.
чего мы строили? Из чего? Их Из кастуда. конструктора. А куда мы с вами смотрели? Это что? Это схема, да? Схема. Мы еще будем строить по схеме. Вам понравилось по схеме строить? Да. Понимаете? Отлично. Уважаемые коллеги, на данном индивидуальном занятии я продемонстрировала вам опыт своей работы с детьми второй младшей группы, где мы закрепили способы крепления деталей с опорой на схему постройки. Изучив все формы организации обучения, дети подготовительной группы готовы к изучению основ образовательной робототехники, так как уже в значительной степени освоили конструирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными способами анализа, как изображения, так и построек. Не только анализируют основные конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки становятся симметричными и пропорциональными. Дошкольники быстро и правильно подбирают необходимые детали. Они достаточно точно представляют себе последовательность, в которой будут осуществлять постройку. Для организации занятий по образовательной робототехнике мы используем конструктор Huna MRT-1 Hunt, в который входят схемы, с помощью которых можно собрать 20 простых моделей и 20 роботов. Также в него входят блоки, которые окрашены в 4 ярких цвета: зеленый, синий, красный, желтый. В него входят датчики движения. С помощью этого конструктора дети легко осваивают азы робототехники. Организацию образовательной деятельности по робототехнике мы строим в 3 этапа. Вводный этап – это создание мотивации у детей. Для этого мы используем настольный театр и анимации, видеопросмотры, вводим игровые персонажи. Основной этап – инструктаж по сборке алгоритма движения робота, ознакомление с деталями, чтение схем, чертежа, обдумывание, обговаривание, сборка алгоритма движения робота с дополнениями или изменениями. Заключительный этап – это осмысливание итогов деятельности, оценка модели, ее возможностей, игра роботами по ситуации замены деталей, изменение поведения модели, анализ достижения и возможных путей решения проблем. Предлагаем вам видеофрагмент совместной деятельности с детьми по направлению образовательная робототехника. Ребята, я очень рада, что вы сегодня пришли ко мне на занятия. Я предлагаю вам вспомнить, какое было недавно событие. Такое большое событие, связанное с войной. Вы помните? Совсем недавно мы с вами отмечали, какой праздник был? День. Ну, раз война была, победили мы, нет? Да. Победили. И какой же мы праздник недавно отмечали? День Победы. Да, 75 лет уже прошло с того времени, когда мы победили над фашистами. Да? И сегодня я вам предлагаю вместе со мной вспомнить это событие. Пройдите ко мне. Проходите. Вы, наверное, уже разговаривали в группе о том, как фашисты напали, да? Помните, как внезапно они напали? И я вам предлагаю посмотреть вот город Брест. Это город, которым первым принял удар от фашистов. Посмотрите, какие красивые улицы, да? Да. Солнышко там. Солнышко, все мирно живут, да? Посмотрите, какой он интересный город. Солнышко там светит. Солнце светит. Вот такие огромные улицы в этом городе Вот Брест. наша пляж. Да. Вот такая Брестская крепость там есть. Но однажды Внимание! Говорит Москва. Передаем важное правительственное сообщение. Граждане и гражданки с 9 объявления войны германские войска
чему призывают? Что нужно всему советскому народу делать? Подняться на войну против кого? Против фашистов. А мы можем просто пойти на войну без ничего? Нет, а что нам нужно? Автоматы, Да. Нам нужны, наверное, какое-то оружие, да? Что? Ты бы хотел автомат. Я Ты- снайперскую. Да ты что? Кирилл кем бы пошел? С чем защищать? Я бы... Ты бы винтовка, а еще что можно взять? А я бы... АК. С помощью чего защищать? Смотрите. Какую технику применили фашисты при нападении на Советский Союз? Самолеты, танки, еще. Ну, вертолеты, если ты увидел. Да, ты посмотри, сколько много техники, конечно. А нам... Перечислили для защиты Брестской крепости. Но у нас же есть наш город. Вспоминайте, где мы строили крепость, где вы строили дома, да? Может, мы построим для защиты нашего города? Что построим-то? Я танк. Танк построим. Я предлагаю вам всем построить танк. Хотите? Да. Танки все-таки, да, более серьезная техника, которая точно сделает, даст отпор фашистам, немецким войскам. Проходите, ребята, за столы. И да. Я дам отклон. Так, ну что, для того, чтобы завод и построить танк, сможет этот танк поехать? Нет. Нет, конечно, для этого нужна схема. Нам нужна схема, и я вам предлагаю вот такую схемочку нашего танка. Пока посмотрите, только смотрите. А вот смотрите, она по очереди. Здесь у Кирилла начало. Так, Анечка, ваша схема. Кирочка, ваша схема. А это потому что предложение нет. Танк очень большой, поэтому и рисунков очень много. А я для вас выведу. Будем с вами строить танк. Смотрим, какой же он наш танк. Посмотрите, что же у этого танка есть. Обратите внимание, что у него есть? Пушка. Вот это вот что? Это что? Да ладно, это же ствол у танка, да? Ствол у танка. Что еще у него есть? Корпус. Это башня.
А теперь что? А теперь что? гусеницы отпали. А почему они отпали, интересно? Может, потому что мы слабо их закрепили? Они у нас там получился тоже. Тоже там получился? Поехал там? Нет? Не, мы его пока не собирались. А почему вы его еще не Нам собирали? надо. Мы его уже собрали. Ну-ка попробуйте тоже. включить. Ну что, ребята, танки получились? Да. Классные? Да. Они одинаковые? Да. А почему они одинаковые? Как мы строили? Одинаково. Одинаково мы строили по инструкции. Мы строили по схеме, поэтому и танки наши получились одинаково. Интересно, а едут они одинаково быстро, нет? Не знаем? А давайте мы это проверим. Приготовились? Техники, механики наши. Когда я говорю 3, мы поедем. 1, 2, 3. Хорошо, что наши танки будут защищать нашу крепость. Ну что, мы молодцы? Я тоже так считаю, что мы молодцы. Вот, да, Варя, он все стороны защитил. Ага. Ну что, понравилось нам строить? Да. Тогда я жду вас на следующем занятии. А пока до свидания. Итогом нашей работы с детьми по лего-конструированию и образовательной робототехнике являются выставки, совместные проекты, участие воспитанников в муниципальных фестивалях и конкурсах, участие в республиканской онлайн-игре «Играем с Лего». Хочется отметить, что родители, замечая увлеченность своих детей занятиями по лего-конструированию и образовательной робототехнике, всегда готовы к сотрудничеству. Для них мы проводим консультации, мастер-классы. Они участвуют в разнообразных формах совместной деятельности с детьми, способствующих возникновению ярких эмоций, творческого вдохновения. Уважаемые коллеги, в заключение нашего выступления хотелось бы отметить, что в результате организации творческой продуктивной деятельности по лего-конструированию и образовательной робототехнике создаются условия не только для расширения границ социализации ребенка в обществе, активизации познавательной деятельности, демонстрации своих успехов, но и закладываются истоки профориентационной работы, направленной на пропаганду профессии инженерно-технической направленности, востребованных в развитии региона. Успехов вам в вашей работе! Благодарим за внимание!